Ахат Хаевич, вы в том числе писали для детей. То есть у вас есть романы для взрослых, а есть и повести, рассказы для детей, да? Это потому, что у вас дети, потому что внучка, или вы как писатель чувствовали какую-то вот потребность и ответственность что-то написать для детей? Почему? У меня был опыт детства, и я этот опыт детства перенес в литературу. Вот. Потом у меня книга вот у вас в руках, и там есть такой афоризм примерно, что настоящая родина – это детство, а все во взрослой жизни, хоть родной аул, хоть родная деревня, хоть родной город – это уже чужбина, а по-настоящему родина – это детство. То есть и то место, где это детство прошло, те люди. Естественно, когда окунаешься в детство, когда пишешь об этом, и душевное настроение совсем другое, чем когда ты пишешь о дезертире, допустим. Вот у меня есть образ дезертира, Шейхи Звездочети, который был совершенно не похож на дезертира Виктора Астафьева, который сидел в бане, прятался. А этот был деятельный, воровал, перегонял составы с зерном, потом устроился в цирке за складом, мясо у него было отвал. О нем, конечно, интересно писать, но другие ощущения. То есть получается, что в детстве мы все-таки как люди, как физические существа, наверное, самые яркие эмоции получаем, и эти эмоции, они остаются на всю жизнь. И на их базе, получается, и уже дальше формируется личность, но все равно опирается на то, что чувствовал в детстве. Но потом я критично скажу, я не совсем детский писатель, хотя и получил премию российскую за детскую литературу. Я, наверное, не детский писатель, а писатель о детстве. Может быть, я писатель о детстве для взрослых, может быть. Какое произведение далось вам сложнее всего, эмоционально сложнее всего? Трудно начинался первый роман. Что-то я помню, перед первым абзацем я сидел, первую страницу делал. И у меня сейчас такое впечатление, Лиля, что я вот к своим 70 годам что-то вроде писать научился. То есть сейчас такое появилось, да? Вот чувствую, легкость. Я могу и публицистику, и знаю вроде как начать и закончить и так далее. Где кульминация, где развязка, где завязка. А раньше тыкался, несмотря на то, что любил с карандашом читать Чингиза Айтматова, Шолохова, как они строят предложения, как они строят инверсии, как они, то есть образная система, да? Вот. А когда сам начинаешь писать, вдруг все это улетучивается. Все это улетучивается и приходится рожать. То есть как женщина, наверное, сколько не изучай там по книгам роды, свои роды трудно дается. Я считаю, что родить книгу — это вот все равно, что тоже родить ребенка, и его запускаешь, и уже не знаешь, какой книга заживет жизнью, докуда дойдет. Какая судьба будет, да. Целая, можно сказать, жизненная такая стезя – это пен-клуб. Да? Насколько я понимаю, это международная ассоциация, да? И здесь, в Татарстане, именно вы организовали пен-клуб. То есть, получается, в этом году 25 лет писательскому клубу, ассоциации, да, здесь, в Татарстане. Чем занимается этот клуб, что он несет, какая идея, то есть какой смысл в этой организации? Представление Татарстана на мировой площадке или как? Он называется Татарский пен-центр. Пен-центр, да. Пен-клуб международный состоит из национальных центров. То есть на языковой основе. У нас вот два центра было, когда мы начинали. Это русский и татарский, значит. Нас приняли в Гвадалахаре, это в Мексике, в 1996 году, единогласно. Мы поехали туда 4 делегата, Разиль Валеев, Рафаэль Мустафин и москвич Вахид Юнус. Вот, и я, значит, и там нас приняли. Но нельзя сказать, что я организовал. То есть идея пен-центра татарского принадлежит Мирзаяну Юнусу. Так. Это маринист, писатель, москвич, кстати. Он настоящий моряк, он
обошел весь земной шар на различных судах. Вот, и с этой идеей он бегал много, значит, и обращался много. Но потом как-то мы с ним встретились. Кстати, у «Зеленого камина» я с ним сделал передачу, и вот он завел разговор о пен-центре, и я подумал, а почему тут не организовать? Вот. Я пошел к Разилю Валееву, там директор был Национальной библиотеки. И мы на основе Национальной библиотеки, нашей базы там была, организовали, и нас приняли. И сейчас мы издаем вот книги, вот одну я взял с собой, допустим, «Татарская литература без границ». На 3 языках. Татарский, русский, английский. Вот здесь мы к десятилетию, по-моему, выпустили, нет, 20-летию мы выпустили вот эту книгу. Здесь все наши, значит, члены нашей организации, рассказы, стихи, значит, на 3 языках. Издавали мы «Крок-татар», «40 татар», то есть видные наши татарские деятели, видные сыны и дочери татарского народа. Очень популярностью пользуется эта книга. Ну, сейчас уже не знаю, 4 десятка на книг. То есть, получается, вы занимаетесь издательской деятельностью? Да, да, да. Мы выпускаем книги, вот, татарские народные сказки, пословицы, поговорки, афоризмы, заклятия татарского народа. Да. Там мы 3 тома сделали. Татарский, русский, английский. Вот. Я скажу, пользуется популярностью наша литература. Когда мы в Мексику приехали, сначала так над нами подшучивали, ну, татары прискакали. Но потом постепенно, значит, и подружились, и на конгрессах мы участвовали в Мексике, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, в общем, не перечислить. И к нам приезжали тоже. Вот. Мы очень сдружились с русским центром, с Андреем Битовым, там председатель был, и мой коллега-директор Саша Ткаченко. Вот. Генеральный секретарь Международного пен-клуба из Парижа Жан Блокман приезжал тоже. Мы здесь круглые столы устраивали. Из Финляндии приезжал руководитель финского центра Юка Малинин. Да, ну, то есть получается, что писатели каждой нации, они, естественно, чувствуют и несут историю, да, своей нации. Мы поднимали языковые вопросы. У нас на международных конгрессах в Норвегии и Македонии наши резолюции прошли. Вот, то есть в Германии очень интересно было. Мы как раз юбилей был Мусы Джалиля в Берлине. Мы организовали туда, значит, посещение тюрем и Плёцензея, где казнили его, и Моабит, и с нами были и русские товарищи, и финские, то есть и с трибуны об этом вспоминали, то есть такая вот насыщенная жизнь. Насыщенная. А какие сейчас планы у пен-центра татарского? Сейчас мы вот на 25 лет издаем, значит, фотоальбом с текстами, то есть там будет такое название на латинице, значит, «Татар Пен», двоеточие, и уже «Безнен Ю», «Наш путь», «Your Way», то есть на 3 языках. И мы со дня основания, статьи там будут о нашем пути, короче, фотографии, конгрессы. Ну, то есть некий такой результат 25-летней жизни, да? Да, и вроде и 100 лет международному пен-клубу будет что подарить, значит, международному пен-клубу. Ну, получается, что писательская деятельность, деятельность редакторская и вообще вот все, что вы делали в жизни, а я, насколько понимаю, делали вы это с большим удовольствием, связало вас с какими-то вот этими видимыми и невидимыми нитями с вашими коллегами практически со всего мира. То есть иначе этого бы не случилось, правда? Вот, ну, можно было просто писать книги, да? Но вы расширяете спектр. Ну, нет, тут идет популяризация татарской литературы, конечно. Ну, да. То есть мы Тукай показали на английском, турецком языках. Значит. Мы повезли туда массу другой литературы, наш фольклор. То есть наша задача первостепенная – это, значит, показ, что есть такая татарская литература, что мы существуем, что мы переводимся на другие языки, читайте нас, знаете,
и так далее. Сейчас какие времена переживает татарская литература? Литература, получается, в любом случае татарская литература, она у нас разделится на литературу на татарском языке и литературу на русском языке. Редко кто пишет на обоих языках, правильно? То есть в основном либо на татарском, либо на русском. Какое состояние литературы? Как бы вы, вот как знаток, который прожил в литературе уже много лет, как оцените состояние? Ну, говоря о татарской литературе, конечно, приходится говорить об образовании на татарском языке. То есть может так получиться, что татарские писатели останутся, а читателей не будет. А читателей не будет в будущем и писателей. Тут масса вопросов, конечно. Русская литература тоже, значит, не скажу, что блещет. Каким-то образом в советские времена были такие писатели, как Трифонов, Астафьев, там, Искандер и так далее. Да? Сейчас что-то таких имен не увидишь. В своем же творчестве я пытаюсь, опираясь на опыт, может быть, Чингиза Айтматова, через русский язык показать татарскую культуру. Можно разными путями, значит, описывать, как делает этот Чингиз Айтматов. Вот на русском языке он до того колоритно и достоверно показал народ киргизов, да, то есть просто удивительно. То есть я в армии, помню, с карандашом в руках изучал, как он все это делал. Вот. То есть тут, на мой взгляд, большое поле деятельности. В принципе, так устроено, что вот еще Диас Валерий говорил, что вот ты пишешь на русском языке, русские тебя за русского писателя не примут. Татары на тебя смотрят, тебя татарским писателем не считают, ты пишешь на русском языке. То есть вот мы где-то, значит, это между различных берегов. Ну, что интересно, вот, я как-то с Туфаном Минулиным был близок, и хотя я пишу на русском, он меня признавал каким-то образом. Вот, и много ездили вместе, и для меня общение с ним было большим опытом. Ахат Хаевич, вы работаете в Союзе писателей уже много десятилетий, несколько десятилетий. Как видите дальше свое участие в развитии литературы здесь, в Казани, в Татарстане? Вы читаете новых писателей, вы их публикуете. Вы наставник для них или только издатель, только редактор? Я и редактор, и наставник, и критик, и очень злой критик, и у меня много врагов появилось. Я считаю, во-первых, непомерно разросся Союз писателей. За 300 человек членов уже перевалило. Были такие периоды, когда я жестко выступал против некоторых кандидатов, тем не менее их принимали. Вот сейчас у нас было заседание приемной коллегии, и там мы решили, что надо строже относиться. Надо по-настоящему профессиональных писателей принимать, а не так это. Вот он хорошо выступает, там он завклубом, он кудесник и, значит, и так далее, да. Но это не разговор, надо принимать за тексты, а не то, что он... Профессионализм все-таки Да, это не это правда. только, да, профессионализм он же не столько, наверное, в дипломе литературного института имени Горького, да, то есть профессионализм именно в профессионализме самого текста, да, глубины, не знаю, фактуры, интересной какой-то темы и так далее. То есть профессионализм с точки зрения именно писательской, потому что много же кто закончил. Мы принимали массовиков-затейников, вот, заходили они тут рассказывали про свою жизнь там. Вот. Сейчас вообще решили не смотреть на них. Вот главный показатель текст. Ты открываешь, мне не важно, у вас голубые глаза, вы курносые или да, косые. Где родились и Не что важно, делали, не важно. да. Вот я смотрю текст. Вот после этого можно вести разговор. Получается, читать вам когда... Профессионализм. Я, насколько понимаю, вы, наверное, не отрываясь читаете и чужие тексты, плюс еще успеваете писать свои. И чужие тексты, это ласково сказано. Я из них не вылезаю, я нормальную литературу читать не могу. Масса рукописей. Из этой массы это... Надо найти жемчужины, эти Да, все бриллианты. как айсберг, там торчит вот какой-то один автор, вот Челяев сегодня хороший. А там приходится отвергать. На тебя обижаются.
При этом вы же не можете Такая. отвергнуть с 2 строчек, да? Вы, наверное, очень внимательно относитесь. Внимательно, но можно из 2 строчек. Уже мастерство и профессионализм. Там иногда первый абзац прочитаешь, уже ясно. Уже ясно. Ахат Хаевич, спасибо вам большое. Я понимаю, что вы очень принципиальный человек, как критик, как писатель, как профессионал, как чиновник Союза писателей. И я, если честно, желаю тем, кто пишет, больше скорее даже попасть в ваши руки и на ваш суд, да, чтобы адекватно оценить свои возможности сразу и навсегда. Спасибо вам огромное за эту Вам встречу. спасибо. Да, надеюсь, что будем еще видеться, Спасибо встречаться, большое. общаться.